С раннего утра в гости к ветерану. С собой корзина с продуктами, материальная помощь и, конечно же, слова благодарности. Все это знаки внимания и признательности за проявленный героизм и подвиг. Камбулату Гайсанову 98 лет, но и сейчас он не уступает своим мужественным видом и гордой осанкой. 16-летним мальчишкой он ушел на войну, попал в партизанский отряд и принял участие в важном сражении – Малгобекской оборонительной операции. В сентябре 1942 года был ранен и контужен, но после полученных травм не смог вернуться в строй. По словам дедушки, они воевали за мирное будущее нынешних поколений. Делха из радость принимать лядой. Так, суханде саха, юхтуалуш хамудуари вайолок. 9 мая поздравляю дуаз. Там-то малханчо, цахбегачана, шеем малбол чарка через дом. Уделить внимание ветеранам – это наименьшее, что мы можем сделать. Однако сейчас в режиме самоизоляции нет возможности выйти на улицу и, как обычно, поздравить уважаемых солдат 40-х. Они те, кого теперь уже нам нужно защищать от агрессора современных реалий, от инфекций. Но не уделить должного внимания невозможно. Для сотрудников администрации города Назрань это священная акция, которая проходит не первый год. А каждый ветеран уже считает их частью своей семьи. Белорусы. Командир был одного партизанского отряда на Хоживе, цигистом был в Беларуси. Дважды был, конечно, ранен, но рано даянись, все могут до того. Под командованием Магомеда Медарова его отряд 2 года успешно выполнял все поставленные задачи. Был награжден медалью за отвагу. Дедушка и сейчас остается таким же веселым и задорным, как в молодые годы. Гостям из мэрии очень рад и признается, что такой визит в очередной раз подтверждает то, что их заслуги помнят и ценят. В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские соединения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым – вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью и одеждой. Несмотря ни на что, они трудились ради великой победы. Еще один адрес, еще один герой. Пройти мимо вот такой говорящей таблички невозможно. Это не просто надпись, это свидетельство того, что здесь живет легенда. Саварбек Томов рассказывает, как трудно было в суровые 40-е, но сложа руки никто не сидел. Свидетелей фронтовых будней с каждым годом становится все меньше и меньше, поэтому очень важно, чтобы мы, нынешнее поколение, свято берегли память о них, с гордостью передавая потомкам. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.